А, так, я живой человек, Данюк Сергей. Ага. Так, хорошо, меня пригласили как живого человека. Окей? Kyllä on tukki, hetki pieni. Окей. Здравствуйте, да, я Николай. No, tässä on sosiaalityöntekijä Katja Tiainen, hei. Hei. Meillä on asiakas tässä juuri tapaamisella, niin esittelisitkö itsesi ja kertoisit tulkkauksen käytännön? Здесь переводчик Илона на линии, я вам буду сегодня переводить и помогать. И все, что здесь будет говориться, я буду держать в секрете. Добрый день. Здравствуйте, меня сюда пригласили. Вот. Я живой человек. Я мужчина, живой человек. В статусе живой человек, это международный статус. Понятно. Хорошо. Joo, eli hyvää päivää. Minut on tänne kutsuttu tähän tapaamiseen ja haluan sanoa, että mä oon elävä ihminen ja se on mun status. Ja minun nimeni on Katja Tiainen. Me olemme tavanneet lapsen asioissa joskus aiemminkin. Меня зовут Катя Тияinen, и мы с вами уже встречались по поводу ребенка. Дело в том, что я не давал никому разрешения говорить, обрабатывать информацию или говорить о моих детях. Это моя семья, и я никому не давал разрешения на обработку данных. Joo, eli nyt käsitellään mun perhettä ja mä en ole antanut lupaa puhua mun lapsista eikä käsitellä näitä asioita kenellekään. Вот. Поэтому, все, что касается моей семьи, я могу воспользоваться своим правом ничего не рассказывать о своей семье, о своих детях. Eli mä käytän tätä mun oikeutta, että mä en puhu mitään mun perheestä tai mun lapsista. Вот. Если, значит, мы законопослушные люди, мы не совершаем никаких преступлений, наши дети тоже ничего противоправного ничего не совершают. Вот. Поэтому мне непонятно, в рамках какого уголовного дела, например, здесь находится сотрудник полиции. Joo, eli tavallaan me ei olla tehty mitään rikoksia eikä tehty mitään väärää, niin sen takia en ymmärrä, miksi täällä on läsnä poliisin edustaja. Istuisitko alas kuuntelemaan, niin me kerrotaan, mitä meillä on asia. Присядьте, пожалуйста, все равно. Сейчас мы вам расскажем, по какому делу вы пришли. Нет, я пришел проконсультировать вас, я знаю, по какому делу я пришел. Я пришел вас проконсультировать о том, какие вы права имеете в отношении моей семьи, а каких не имеете. Вот. То есть у вас вообще их нету в отношении моей семьи, каких-либо прав вмешиваться в дела моей семьи. Minä tulin tänne vain lyhyesti ilmoittamaan, että teillä ei ole mitään oikeuksia puuttua mun perheen elämään. Значит, мой юридический статус такой. Я глава правительства Украинской Народной Республики, которая образована в 1917 году.
Mä oon Ukrainan tämmöinen valtion edustaja ja se eduskunta tai tämmöinen, tavallaan eduskunta, en tiedä mikä Ukrainassa on oikea sana, niin on muodostettu 1917 vuonna. Украинская Народная Республика была оккупирована в 1922 году. С тех пор Украина оккупирована. Eli vuodesta 2022 Ukraina on ollut Venäjän vallan alla, eli se on nyt miehitetty. Ja meillä on se Правительство Зеленского нелегитимное. И оно уже даже в общем, оно нелегитимное вообще. Ja haluan sanoa, että Zelenskin johto ei ole niin kuin legitiimi tai ei ole laillinen. Я, как глава правительства Украинской Народной Республики, пользуюсь статусом особой защиты, которая распространяется на дипломатический корпус и на глав правительств. Ja mulla on tämmöiset niin kuin, ukrainalaiset diplomaattioikeudet, jotka niin kuin, käsittää ja pitää sisällään semmoista niin kuin, ylimääräistä suojelua. Hei, voisiko sanoa hänelle, että poliisi puhuu nyt hetken aikaa? Että hän kuuntelee nyt. Мы хотели бы сейчас, чтобы вы минуточку послушали, потому что сейчас вам что-то расскажут из полиции, представитель полиции. Я пришел, да, узнать, что вы хотите мне сказать. Да. Joo, kyllä se vähän kiinnostaa, mitä asiaa teillä on. No niin. Voisiko eka sanoa, että voisiko hän istua tuohon alas, olisi kivempi jutella mies miehelle, kun hän istuu. Saadaan rauhassa juteltua siitä. Мы хотели бы как мужчина мужчине поговорить, чтобы вы сели спокойно, успокоились, чтобы мы спокойно могли поговорить и разойтись. Я спокоен абсолютно. Вот, у меня болит нога, и у меня болит там защемление седалищного нерва, и, в общем, позвоночник у меня болит. Вот, поэтому мне иногда удобно постоять и упираться, ну, по-другому просто. Joo, siis mä olen täysin rauhallinen, että tämä mun seisoma-asento ei kerro siitä, että en haluaisi istua tai olisi jotenkin hermostunut, vaan mulla on sellainen puristus selkärangasta, että musta on niinku helpompaa seistä. Okei, se on ymmärrettävä. Mun nimi on Kimmo Aho. Mä olen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen lapsiin kohdistuneiden rikosten ryhmästä. Тогда я понимаю, почему вы стоите. То есть меня зовут Киммо Аho, и я по таким детским делам работаю в полиции. Nyt tilanne on se, että hänellä on vielä mahdollisuus tehdä lastensuojelun kanssa nyt yhteistyötä asiassa. И мы предлагаем вам все-таки, у вас такая ситуация, что мы предлагаем вам сотрудничать все-таки с полицией. Heillä on ilmeisesti tullut aika iso huoli hänen lapsista ja heidän terveydestään hampaiden osalta. Просто у работников такое беспокойство возникло по поводу здоровья детей и особенно по поводу здоровья зубов. Ja meillä on Suomessa tämmöinen laki, mikä velvoittaa viranomaisia, ei yksityisiä henkilöitä, vaan viranomaisia auttamaan kaikkia lapsia Suomessa, että terveydellisissä ongelmissa tai muissa ongelmissa. И у нас просто по законам работники, которые это видят, они вынуждены позаботиться о здоровье ребенка. То есть вылечить все больные места, что там есть. Ja tämän lain takia, niin jos hän nyt ei suostu yhteistyöhön, mikä hänelle vielä annetaan tässä näin, niin sitten lastensuojelu joutuu puuttumaan muihin keinoihin ja mahdollisesti joutuu sitten tekemään vaikka rikosilmoituksen poliisille asiasta. То есть как бы тут у нас нет больше никаких намерений, кроме как вот сотрудничать, вылечить ваших детей, чтобы они чувствовали себя здоровыми, чувствовали себя хорошо. Но по закону, если человек отказывается сотрудничать, тогда к этому могут принудить. То есть по закону могут принудить и как бы открыть такое дело. Eli
niin kukaan ei halua pahaa hänelle tai hänen lapsille, vaan häntä ja hänen lapsia halutaan nyt ja perhettä ja muutenkin halutaan nyt viranomaisten toimesta auttaa. У нас просто вот так принято и так положено вот эти дела вести, что мы как бы приглашаем на такое собрание. Мы ни в коем случае не хотим вам никак навредить. Единственное, что мы хотим просто помочь по поводу здоровья вашим детям. И все. Ja nyt jos vielä täällä nämä lastensuojeluhenkilöt, niin he kertovat nyt seuraavaksi heidän asiansa. Hän kuuntelisi vielä heitä nyt tässä heti perään. И сейчас дадим слово представителям защиты детей. Пусть они тоже пару слов скажут о том, почему они здесь присутствуют. Так, ну надо проверить ваши документы, кто вы. Я, честно говоря, не знаю, кто вы. То, что человек одел полицейскую там какую-то форму, для меня это ничего не значит. Это пусть покажет документы. Эти люди пусть тоже покажут документы, кто они такие. No siinä tapauksessa siis poliisiasussahan voi istua kuka tahansa. Eli mä haluan nähdä sitten teidän dokumentit tai siis henkilökortit tai tämmöiset ammattikortit, mistä näkee, että te todella edustatte poliisia tai lastensuojelua. Kimmo Tapio. Kimmo, näytä jos virkamerkkiä. Tämä on полицейский показывает. Так, он показывает мне карточку, вот, ну, на которой я не вижу слово полиция. А где написано, что полиция? А, вот здесь полиция. А на обратной стороне только символ полиции. No, kortti on tässä koneessa kiinni, niin sehän ei varmasti toimia, että ne pystyy täältä näyttämään. Катя Тиаinen, социальный работник, наверное, я так понимаю. Eli sosiaalityöntekijä on Так, ammattinimi. просто какая-то карточка. Это не документ, это какой-то входной номер, я не знаю. Тоже. Ну, это все какие-то электронные карточки, документы я не вижу. Вот. Tämä, siis nämä on vaan jotakin kortteja, mä en näe mitään Извините, как asiakirjaa ваше... mistään. Я не вижу. Enraut Hulkkonen. Lenrod Hulkonen. Sosiaalityöntekijä. Margarita. Mutta minulla löytyy minun tutkintotodistus ja Так, palvelulaillistus. по электронному... То есть тоже Ну, там социальный работник, дистанционно. она может предложить ваши, свои свидетельства, Так, что она действительно социальный работник. Ну, смотрите, вот вы сейчас ведете съемку. Это я имею право вести съемку. Вот вы ведете съемку с компьютера, вот, на которую я вам не давал разрешения. Mutta tehdään niin, että minä kerron, minkä takia Ja olen nimi on kutsuttu teidät pravasti. tänne ja sit voitte kertoa oman näkemyksenne, että me ollaan tästä samasta teemasta keskusteltu aikaisemminkin, niin saatte nyt sen selvyyden, että miksi ollaan täällä tänään. Joo, asiakas vielä sanoi, että teillä ei ole lupa kuvata, että hänellä on lupa kuvata, mutta joo. Kuvata täällä hän on Etäyhteys on. Ei kuvaa, etäyhteydellä on mukaan. То есть там не запись идет, никого не записывают никуда, просто там один человек или несколько человек просто на дистанционке присутствуют тоже. Ну, этого я не могу проверить, вот, но на самом деле ведется запись, вот, на которую я не давал разрешения. Joo, Вы можете это назвать... Että ei todella kuvata, että kuvaamiseen en ole antanut lupaa. Eli teidän То есть то, что не ведется видеозапись, это вы должны доказать. Но поскольку вы не можете этого доказать, я прошу убрать видеозаписи, вот, Nyt которые on вы sinun ведете. vuoro kuunnella. Вас попросили сейчас слушать. Это нарушение моих прав. Вы сейчас диктуете мне. Silloin te rikotte lakia. Joo, mutta eli siis teidän lapsistanne on tullut useita lastensuojeluilmoituksia hammashoidosta ja siitä olemme keskustelleet teidän kanssanne. Про ваших детей пришло несколько заявлений, не одно, а несколько заявлений по поводу их зубов, и по этому поводу мы с вами уже разговаривали. Hammashoidon terveydenhuollon arvio on ollut, että lastenne hammashoidon tarve on erittäin massiivista ja teidän lapsillanne on erittäin todennäköisesti kipuja suussa. Сделали
работники по здоровью сделали такие выводы, что массивная требовательность того, чтобы зубы все вылечили, там не одна дыра, а там очень много надо сделать работы, чтобы вылечили зубы ваших детей. Поэтому, так как так много там работы в этих зубах, во ртах, значит, у ваших детей есть боли. И не слабые, а сильные боли во рту. Teitä on useita kertoja kehotettu viemään lapsenne hammashoitoon, mutta olen ymmärtänyt, että teillä on suurta epäluottamusta terveydenhuoltoa kohtaan. Вам уже несколько раз говорили, что вам нужно отвести своих детей, чтобы их вылечили, чтобы они были здоровыми. Но вот, как мы поняли, вы не доверяете нашим работникам зубным. Дело в том, что не надо за меня отвечать, вы говорите за себя. Вот. Тут я уже слышу много фантазий всяких, вот, которые не соответствуют действительности. Te nyt vastaatte ihan omasta puolestanne, että minä kyllä vastaan kysymyksiin sitten ihan itse. Mä näen näissä vastauksissa siitä, mitä oletetaan mun ajattelemaan, niin paljon fantasiaa. Mutta terveydenhuollon arvio on se, että teidän lapsellanne on toistuvaa ja jatkuvaa kipua suussaan. То есть, значит, доктора и здравоохранение сделало такой вывод, что у ваших детей боли во рту. Это точно. Это вы делаете сейчас фантазии. Ну, кто-то нафантазировал, вот, и что-то вам написал. Причем здесь я, причем здесь мои дети. Мы к этому не имеем никакого отношения. Joo, joku on siis ilmoittanut, joku on fantasioinut aika paljon asiaa ja se ei koske millään tavalla mua. Te olette lastenne huoltaja ja te olette tietenkin sen myötä vastuussa lastenne terveydestä ja kehityksestä ja hyvinvoinnista. Вы родители своих детей, поэтому вы несете ответственность за их здоровье. Я несу ответственность перед собой и перед Богом, нашим Создателем, за их здоровье. И я забочусь о них наилучшим образом. Вот. Но я не несу за них ответственность перед вами. Вы не являетесь ни членами семьи, ни доверенными лицами. Вы никто для нас. Eli mä kannan kyllä vastuun itseni ja Jumalan edessä, mutta en teidän edessä. Eli te työntekijät, niin te ette ole kukaan meitä. Me ei pidetä teitä minään. Siinä kohtaa, jos vanhempi toistuvasti jättää huolehtimatta lapsen terveydenhuollosta ja se aiheuttaa lapselle kipua, niin Suomen laki asettaa sitten toimivallan lastensuojelulle. Eli meidän täytyy siinä kohtaa turvata lapsen terveys ja kehitys ja hyvinvointi. У нас такой закон, что если родитель не заботится о своем ребенке, этим причиняя ему боль, то по закону встревает в этом деле защита детей, такая организация. У вас нету таких сведений, что я не забочусь о своих детях, во-первых. Во-вторых, у вас нету полномочий таких это делать. В-третьих, у вас нету разрешения на обработку данных. И у врачей его этих, которые вам написали там что-то, свои фантазии, у них тоже нету разрешения на обработку данных. Eli te ette voi todistaa, että mä en huolehtisi omista lapsistani. Teillä ei ole oikeutta järjestää tämmöistä tapaamista. Teillä ei ole oikeutta kuvata tai käsitellä näitä asioita, eikä lääkäreillä ole oikeutta kirjoittaa jotain fantasiakertomuksia. Если бы вот Финляндию, если бы Советский Союз, если бы он завоевал, вот, то Финляндия считалась бы оккупированной территорией. Вот. Вот точно так же Украина была завоевана в 1922 году. И с тех пор она оккупированная территория, и на ней действует правительство оккупантов. Jos Suomi olisi vallattu alue, niin joutuisitte miettimään uusiksi näitä asioita. Ukraina on vuodesta 1922 vallattu alue, joten siellä toimii niin kuin valtaaja maan lait. Сейчас вы пытаетесь вмешаться в дела моей семьи без моего разрешения. Тем самым вы проявляете неуважение к независимости Украинской Народной Республики и к независимости Финляндской Республики.
Ja nyt kun te ette kunnioita mun oikeuksia, niin samalla te loukkaatte itsenäisen Ukrainan oikeuksia, itsenäisen Suomen oikeuksia, koska te toimitte laittomasti. Ja nyt me Потому что... ollaan Тихо, я скажу, стоп. Ура. Тихо, не надо мне рот закрывать. Я скажу, потом вы скажете. Итак, дело в том, что еще раз повторюсь, что я пользуюсь правом защиты, вот, как руководитель правительства Украинской Народной Республики. Я официально об этом заявляю. Вот вы можете об этом повторно написать президенту Финляндской Республики. Вот. Хотя я ему уже сообщу. Вот, пожалуйста. Minä olen johtotehtävissä ukrainalaisessa eduskunnassa ja voitte kirjoittaa halutessanne teidän presidentille. Hänelle olen jo lähettänyt viestiä asioista. Вы действуете, тихо, я скажу, потом будете говорить. Вы действуете в качестве юридического лица. Вот. Вы основываете свои действия на торговом праве. Вот. И в данном случае распространяется действие закона об оказании услуг. Вот. Действие закона о торговле. Вот. И дело в том, что все услуги, оферты, все они должны быть достаточно полно озвучены. Вот. И, соответственно, все, допустим, услуги врачей должны быть проверены должным образом. Pitää mennä nyt eteenpäin, että jos tulkki kääntää, niin kommentoisin jotain sitten täältä etänä. Joo, ja ei mun tarvitse kääntää välttämättä, jos näin päätätte. Mä voin kääntää teiltä tai... No sanoisitko herra Daniukille, että tosiaankin, koska Suomessa olemme, niin Suomen lastensuojelulain Так, я понял, что меня не переводят. Я понял, что перевода нету, да? Перевода Hänellä моих on слов silloin нет. aloittu lastensuojeluasiakkuus. То есть вам сказали, что по вашим детям сейчас начали дело защиты детей. Ваше дело, переводчик, переводить. Вы мне перевели мои слова. Ну, я жду или мне повторить. Я жду перевода, или мне повторить. Kysyä sinulta, herra Daniuk, että jos helppo ratkaisu on se, että sinä viet lapset hammaslääkärin hammashoitoon, niin miksi sinä et tekisi niin ja vältyttäisiin sitten tämmöisiltä pakkokeinoilta hoitaa tätä asiaa. Minusta se olisi ensisijaista, että sinä huoltajana huolehdit siitä, että lapsilla ei ole hammaskipuja ja tilanne tarkistetaan. Просто один простой вопрос. Почему вы не отвели бы детей, чтобы им вылечили зубы? Просто один вопрос. Почему? Как родители? Я не должен вам отчитываться о том, что у нас происходит в семье. У нас нет договора с вами об оказании услуг. Ваши услуги мне не нужны, я в них не нуждаюсь. Joo, en aio raportoida teille, mitä teen perheen jäsenille tai niiden kanssa, ja en tarvitse teidän palvelua. Как только я, спокойно, как только я, но вы мне не даете сказать, вы меня сюда пригласили услышать от меня слова и не даете мне сказать. Kutsuitte mut tänne kuulemaan minua, mutta ette anna mun puhua. Вот, я добросовестный родитель, если это кого-то интересует. То есть я могу сказать о своей семье что-то. Вот я публично заявляю, что я добросовестный родитель. Вот, с моими детьми все в порядке. Вот, когда у них возникает боль, мы приходим к врачам. Вот. У нас был случай, вот, что мы пожаловались на зубного врача в городе Иматре, вот, потому что он плохо сделал свою работу. Tähän päälle sen verran, että tämä lastensuojeluasiakkuus alkaa, vaikka herra Raniuk sitä ei tahdo, ja asiakkuuden tavoitteena on tosiaan niin tämä lasten perushoidon turvaaminen, terveydenhuollon ja sosiaalityöntekijöistä minä Margaretta ja sitten Mirella, joka on tuolla linjojen päässä, sekä Elina Vihtonen, niin ollaan sitten lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät. Käännätkö tänne?
Просто сейчас я вам сообщаю коротко, гражданин Данюк, что сейчас, если даже вы не захотите, все равно откроет дело по защите детей. И этим делом займусь я и мои коллеги, которые сейчас на дистанционке, на онлайн находятся. Дело в том, что вы нарушаете сейчас закон. У вас нету никаких разрешений на обработку данных. И вы мне даже не даете говорить. То есть вы мне не переводите мои слова. Вас они не интересуют совершенно, что я скажу. Все, что я вот говорю, вас совершенно не интересует, вы это не засчитываете почему-то. Вот. А вот вам интересно именно высказать какие-то фантазии каких-то врачей, которых я даже не знаю, к которым я не обращался, которые даже не имеют никаких полномочий на обработку информации. Eli teitä ei kiinnosta kuulla, mitä mieltä mä oon, vaan teitä kiinnostaa vaan kertoa jotain fantasiakeskuksia, mitkä jotkut lääkärit on. Sinun mielipide on tullut tässä selväksi jo, että sinä et näe tätä perustelluksi tätä lastensuojelun asiakkuutta, mutta meidän viranomaisarvojen mukaan se on perusteltu ja se nyt tästä alkaa ja siitä pääsee eroon sillä tavalla, että hoitaa lasten ammatillisia kuntoon. Мы поняли ваше мнение, очень хорошо, вы уже несколько раз нам сказали по поводу мнения, но по финским законам сейчас мы все-таки вынуждены вылечить зубы ваших детей. Ну, если там будет какие-то боли, мы приходим. Если болей нету, но мы не приходим. Вот. Дети зубы чистят вот, свои. Потом, ну что, зубы у них, если они же растут детские выпадают, взрослые растут. Вот. Все идет своим чередом, все нормально. Если... Но дело в том, что когда мы обращаемся к врачам, и они делают свою работу некачественно, мы вот пишем жалобы, почему-то никакой работы не проводится в отношении врачей, которые плохо выполняют свою работу. Joo, eli tavallaan lapsilla ei ole kipuja, ne pesee hampaita, tapahtuu tai menee tämmöinen luonnollinen prosessi, missä niin kuin lasten maitohampaat tippuu ja vanhemmat hampaat tulee tilalle. Imatralla oli niin kuin huono terveydenhuolto ja siellä hammaslääkärit tekivät virheitä, että siitä tulee valituksia meille. Отношение к правам человека у вас избирательное. То есть деньги вам дают на детей, для того, чтобы детей лечить. И вот уже врачи-лаборанты заставляют нас обратиться к ним, вот, и фантазируют на тему того, что якобы какие-то боли существуют, хотя они с нашими детьми не общаются. Вот, и эти фантазии совершенно беспочвенные. Oikeudentaju teillä on näköjään aika lailla valikoiva, ja kun te saatte rahaa lasten terveydenhuollosta, niin te yritätte väkisin pakottaa sinne lapsia, jotta saisitte näitä rahoja. Мы писали жалобу на это, я разговариваю, мы писали жалобу на врача-стоматолога, вот, который испортил здоровый зуб моему сыну. Вот. И он не оказал ему первую помощь, когда у него была работа, когда он сидел вот на зубном кресле. Вот. И врач, хорошо, что я рядом был, и я оказывал помощь эту. Jos kannat hänelle, niin tähän nyt sitten vielä perään tämä, että meidän pitää voida varmistua siitä, että lasten hampaiden tilanne on Ну oikein. так, мне не дают ничего говорить, не переводят мои слова. Такой у нас разговор сегодня. Joo, eli lyhkäisesti, että kun asiakas valittaa, että häntä ei tulkata, niin hänen pojalla hammas pilattiin siellä Imatralla, he tekivät valituksen, ja onneksi tämä isä sitten niin kun oli paikalla läsnä ja antoi siinä tilanteessa lääkinnällistä apua. Näin hän asiakas kertoi. Ja anteeksi, mä unohdin, mitä nyt suomeksi piti sanoa. Ну, так какая работа проведена по моей жалобе на стоматолога? Потом, когда моя жена рожала моего сына год назад, и у моего новорожденного сына
украли кровь, вот. И у нее это самое, и мою жену заставляли, запугивали ее там, чтобы она сдавала кровь моего сына, вот. Мы написали тоже заявление в полицию на по этому правонарушению. Почему до сих пор нет ответа, не проведена никакая работа? Eli sitä hammaslääkäristä on tehty valitus ja sitten vaimoni tässä synnytti vähän aikaa sitten ja vastasyntyneeltä pojalta varastettiin verta ja peloteltiin vaimoa ja siitä kun tehtiin valitus poliisille, niin mitään vastauksia ei ole kuultu eikä mitään prosessia ole niin kuin tavallaan laitettu käyntiin. Потом, еще моему старшему сыну нужно обрезание сделать по медицинским показаниям. Нам отказывают в проведении операции. Tannin poika taas tarvii ympärileikkauksen ja me saamme koko ajan kieltävää vastausta tästä asiasta. Они обосновывают это. Я хочу присутствовать на операции. Это моя обязанность защищать моих детей, поскольку я ответственный родитель. Ja siinä ympärileikkausoperaatiossa tai toimenpiteessä haluan olla mukana, koska lapset on mun vastuulla. Я адекватный и психически здоровый человек. Вот. Я прекрасно понимаю, как это все делается. Вот. Я не собираюсь мешать врачам. Вот. Я хочу проконтролировать процесс проведения операции всего лишь только наблюдением и видеозаписью. Все, больше ничего. Но мне в этом отказывают. Minä olen terve ja järkevä ihminen ja mä tiedän, miten ympärileikkauksia tehdään ja haluan kontrolloida tämän tilanteen videokuvaamalla toimenpiteen, mutta siitä olen saanut kieltävän vastauksen. Дело в том, что деятельность врачей – это публичное оказание услуг. Eli tavallaan terveydenhuolto on julkista. Поскольку я родитель и отвечаю за своего сына, я должен проконтролировать этот процесс, и видеозапись должна вестись в операционных, вообще для всех операций. Это обязательно, потому что для контроля процесса, чтобы не было никаких правонарушений. Ja periaatteessa pitäisi voida videoida kaikki leikkaukset siellä leikkaussalissa, jotta voidaan kontrolloida, että siellä mitään laiminlyöntejä tai väärinkäyttöä ei tapahdu. Я не соглашаюсь просто так отдать своих детей неизвестным лицам, которые неизвестно, что будут с ним делать. Я ответственный родитель. En halua antaa mun lapsia kenen tahansa hoitoon, että kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa mun lapsille, koska olen vastuullinen huoltaja. В Финляндской республике происходит массовое нарушение прав детей, прав родителей, прав человека. Вот, потому что в операционных нет видеонаблюдения, нету видеозаписи. А видеозапись должна вестись обязательно, вот, для контроля работы врачей, чтобы не было никаких правонарушений. Olisiko kohta meidän vuoro, Katja, jatkaa, että sä voit nyt puhua loppuun nämä asiat ja sitten jatketaan. Joo, vetää yhtä ja pistää pakettiin, mutta voit tulkki kääntää tuon. Joo, eli lyhyesti lasten oikeudet Suomessa eivät tapahdu, koska leikkaussaleissa ei kuvata prosesseja. Mutta en ole terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta terveydenhuollolla on omat säännökset, mutta se lopputulema on nyt kuitenkin se, että teidän lapsillanne on aloittu lastensuojeluasiakkuus, jonka tarkoituksena on varmistaa se, että lasten hammashoito toteutuu asianmukaisesti. У нас закончится скоро время, поэтому быстренько еще вам расскажем, что по законам здравоохранения сейчас начинаем делать защиту детей, чтобы вылечить их зубы. Ja se, miksi meillä on poliisi paikalla, on se, että tilanteessa, missä todetaan, että se, että vanhempi laiminlyö lapsen terveydenhuollon ja siitä aiheutuu pitkäkestoista kipua, niin sitten meillä on lainmukainen velvoite tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille. И так как родитель сам не ведет детей к зубному, то нам положено открыть дело такое с полицией,
чтобы разобрались, почему родитель не помогает своим детям. Это вранье. Я вожу своих детей к зубному врачу при необходимости. Я не обязан вводить детей к врачу, если врачи этого хотят, если им что-то приснилось там или показалось. Joo, eli mä kyllä vien lapset lääkäriin tarpeen mukaan, mutta en silloin, jos lääkäri vaikka näkee unta ja haluaa yhtäkkiä just korjata mun lasten hampaat. Я понимаю желание врачей заработать деньги вот, на моих детях, вот. Но их желание заработать деньги это не имеет ничего общего с их здоровьем. Kyllä ymmärrän tarpeen, että hammaslääkäri haluaa tienata ja mun lasten kautta. Eli, mutta tavallaan, niin kun, vaikka hän haluaa tienata, niin se ei mitenkään paranna mun lasten terveyttä. Откуда пришла жалоба вообще? Ja mistä ylipäätään tuli tämä valitus? Kuka sen teki? Sano vaan Mirella. Niin, mä haluaisin nyt vielä konkretisoida sitä, että tässä on kysymys siitä, että meidän pitää varmistua lasten hyvinvoinnista ja siitä, että he saavat tarvitsemaa terveydenhuoltoa ja nimenomaan hammashoitoa. Siksi haluan kysyä sinulta, että olisiko kuitenkin niin, että sinä itse hoitaisit sen asian ennemmin kuin se, että meidän pitää hoitaa se asia sinun puolesta ja viedä lapset tarvitsemaan hammashoitoon. Me tarvitaan siitä oikeasti niin kuin selvyys, että ne hampaat on hoidettu kuntoon ja lapset ei kärsi kivuista. Мы хотели бы сейчас конкретно получить у вас такой ответ. То есть мы от вас ничего больше не хотим, чтобы просто... Единственное, чтобы ваши дети были здоровы. То есть можете ли вы самостоятельно их сводить к зубному, или нам надо будет какие-то меры взять к этому? То есть вы мне угрожаете принуждением, какие-то действия, которые... Я спрашиваю, кто на нас пожаловался, а вы мне не отвечаете даже на вопрос. No nyt mua jo uhkaillaan. Sitten te ette edes vastaa kysymykseen, että kuka on tehnyt sen valituksen. Lastensuojeluilmoituksen on tehnyt hammashuollon henkilöstö. Nimeä en muista, mutta lastensuojeluilmoituksesta sen näkee. Это заявление сделали работники здравоохранения, то есть как бы зубные работники там у зубного. Сейчас Какие работники? наизусть не помню, но в заявлении это имя есть. Какие работники? Кто именно? Какие работники? России, лаперанты, Иматры, Стокгольма. Какие работники? Eli mitkä työntekijät? Haluan tietää konkreettisesti Lappeenrannasta vai Imatrasta vai Tukholmasta? Kyseessä on Hammashoidosta. hammaslääkäri, joka on hoitanut lapsenne hampaita. Te olette saaneet Anne Kemppiseltä pinon papereita, missä on palvelutarpeen arviot ja päätökset, niin sieltä pitäisi näkyä se ilmoituksen tekijän nimi. То есть это был зубной врач, который лечил ваших детей. Вы получили от Анны Кемпине такую стопку бумаги. То есть в этой бумаге вы найдете его имя этого врача. Так, я ничего не получал, никаких бумаг. Вот, вы сейчас мне говорите, какой врач написал жалобу. Вот, я тогда, давайте так, вы тогда подготовьтесь лучше к встрече, пожалуйста. Потому что я просил нанять переводчика на 2-3 часа. Я предупреждал, что разговор будет долгим. Давайте мы еще раз встретимся и продолжим этот разговор, потому что вы не подготовились к нему. Jos te laitatte kasaan tämmöisiä tapaamisia, niin teidän pitäisi paremmin valmistella. Minä pyysin, että tarvitaan vähintään 3 tuntia, ja nyt mä näen, että te ette ole valmistautuneet tähän tapaamiseen ollenkaan. Niin ehdotan, että tavataan uudestaan silloin, kun te olette valmistautuneet. Я вижу, что... Ну вот, все на перевод. Nyt halusin tässä yhteydessä, että sinä ymmärrät sen, että sinä voit itse vaikuttaa tähän asiaan todella paljon, kun viet lapset hammashoitoon ja ne hampaiden tilanne tutkitaan ja hoidetaan. Silloin ei tarvitse viranomaisten puuttua tällaisia asiaa. Me ei oltaisi tässä tilanteessa, jos tämä asia olisi hoidettu. Sillä tavalla sinä voit saada hammashoidosta sitten varmistuksen, että asia on hoidettu.
ja lapsilla ei ole kipuja. Siksi puhuin siitä, että olisi tärkeää, että sinä isänä ja huoltana hoidat sen itse. Se on lapsillekin parempi tapa, kun vanhemmat hoitaa näitä asioita, eikä viranomaiset. Единственное, что от вас сейчас требуется, чтобы вы сами, может быть, отвели своих детей к зубному. Больше ничего не требуется. Если вы этого не делаете, тогда здравоохранение, тогда полиция, все остальные, вот тут много людей, такое собрание нужно, чтобы это сделать как бы за вас. Почему вы не можете этого сделать как родитель самостоятельно? Ну, вы, во-первых, не имеете полномочий принуждать вообще меня что-либо делать, ни к зубному детей водить, ни еще к какому-то врачу. Я принимаю решение, я отвечаю за своих детей. У вас нету полномочий. Eli te ette voi velvoittaa minua mihinkään näihin toimenpiteisiin, koska minä olen pää ja minä päätän, että mitä minä lasten kanssa teen. Вот, и я еще раз говорю, что есть коррупционный сговор у вас тут. Дело в том, что на нас и раньше жаловались, я предполагаю, вот мне не говорят, какие врачи жаловались, а я предполагаю, что это врачи города Лаперанты. А мы к ним не ходим, мы ходим к врачам города Иматры. Вот. А врачи города Лаперанты на нас обиделись и пишут на нас жалобы. Вот. Eli tämä teidän toiminta on pelkkää korruptiota. Mä veikkaan, että sen ilmoitus tehtiin Lappeenrannasta. Me ei tykätä niistä lappeenrantalaisista lääkäreistä, vaan ne käydään Imatraan. У врачей Лаперанты запрет на обработку данных. Вот. Они все равно нарушают этот запрет и пишут свои фантазии. Lappeenrannan lääkärillä ei mitään oikeutta niin kuin käsitellä tätä informaatiota ja siitä huolimatta he käsittelevät ja laativat tämmöisiä ilmoituksia. То есть я не знаю, кто написал жалобу, но это врачи-лаперанты, по всей видимости. Saako puhua? Женщина хочет вам сказать. Так я пока говорю, меня перебивать не надо. Meillä ei varmasti ole sitä, että se pitää olla Lappeenrannassa, vaan pääsee, että ne hoidetaan ja voidaan varmistua, että se asia on kunnossa. То есть для нас нету как бы разницы, где, именно в каком городе вы лечите зубы ваши детей. Главное, чтобы ваши дети были бы здоровы. Неужели вы не хотите сами этого? Я не понимаю, почему нас принуждают ходить к врачу в том, скажем так, в ситуации, когда мы добровольно сами ходим в том случае к врачу, когда возникает необходимость. То есть мы же не отказываемся ходить, оказывать помощь своему здоровью. У нас нету, мы не отказываемся, мы наоборот, мы обращаемся к врачам. Это врачи нам отказывают в качественном оказании услуг. Вот в чем проблема. Mä en ymmärrä vaan, miksi meitä velvoitetaan tässä tilanteessa, koska eihän me kieltäytytä hoitamasta omia lapsiamme silloin, kun tarve on. Niin totta kai me viedään lapset hoitoon, mutta miksi tällä tavalla velvoitetaan? Eikö se ollut todettu siellä lastensuojeluilmoituksessa, että siellä hampaiden tilanne on, niin kuin kerroitkin tuossa, että on kipuja ja on tosi massiiviset ne ongelmat siellä suussa. Kyllä. Eikö näin ollut? Joo, kyllä. Мы не принуждаем никого ни к чему, мы просто знаем, что человек, зубной врач, увидел, что там у ваших детей боли во рту, потому что там очень большие проблемы во рту. Там надо сделать очень много работы, починить много зубов, чтобы этих болей не было. То есть врач, он сидел в городе Лаперанта, и из города Лаперанты он за нами наблюдал как-то, да, и увидел зубы детей, да? А мы находились в это время в городе Иматра. Как так произошло? Eli miten on mahdollista, että lappeenrantalainen lääkäri jollain tavalla valvoi meidän lasten hampaiden tilaa siinä aikaa, kun me itse olimme fyysisesti Imatralla? Eli onko teidän mahdollista toimittaa Imatran hammashoidosta sellainen lääkärin todistus, joka kertoo, että lapsillanne ei ole hoidon tarvetta?
Есть у вас такая возможность, например, сходить в ИМАТРУ к тем врачам, которых вы любите, и у них получить как бы такое свидетельство, что вашим детям не нужно лечение зубов? Почему врачи пишут на нас ложные доносы, пользуясь своими фантазиями? Miksi meistä tehdään jotain tämmöisiä lausuntoja ja ilmoituksia fantasian pohjalta? Koska Minä haluan kertoa, että Suomen lastensuojelulaki se koskee ihan meitä kaikkia, kenen tahansa lapsesta. Tämä ei mitenkään liity yksinomaan teidän perheeseen. Myös muita perheitä koskien tulee lastensuojeluilmoituksia ja huolta. Ja sitten niitä meidän tehtävä on valvoa, että ne lapsen olosuhteet tai terveysasiat hoidetaan kuntoon. Se koskee ihan kaikkia, ketkä täällä Suomessa oleskelee. То есть тут не имеется в виду только ваша семья, например, только ваши дети. У нас как бы так положено, что мы контролируем здоровье каждого ребенка, каждой национальности, который живет в Финляндии. Это ваше... Смотрите, дело в том, что я сейчас заявил в присутствии работника полиции, я заявил о том, что совершено преступление, что на нас написан ложный донос, с которым меня даже не ознакомили, мне не давали никаких бумаг. Вот. Если меня с чем-то ознакомят, то, пожалуйста, переведите мне на русский язык или на украинский, чтобы я понимал, что там написано. Вот. Но меня никто ни с чем не ознакомливал. Это во-первых. Вот. А во-вторых, совершается преступление, совершается оскорбление чести и достоинства и принуждение к совершению сделки. Это уголовное преступление. Вот по этим преступлениям должны быть сейчас заведены уголовные дела. Mä niin kuin vetoan siihen, että tästä on niin kuin kunnianloukkausasia. Eli tavallaan korruption mielessä on tehty tämmöinen ilmoitus, jotta saataisiin niin kuin taloudellista hyötyä. Ja tämä on kunnianloukkaus ja tämähän on rikos. Eli mä haluaisin niin kuin nostaa kunnianloukkausasian tästä. А также совершается уголовное правонарушение, как отсутствие контроля за деятельностью врачей. Здесь действует закон об оказании услуг. То есть услуги должны быть контролируемы. То есть во всех операционных должны стоять камеры видеонаблюдения, вестись видеозапись, постоянная, круглосуточная. Ja tässä maassa ei ole kontrolloitu tätä lääkärien toimintaa, koska pitää olla videovalvonta 24/7. То, что нет видеозаписи в операционных, это уже нарушение. Это уже нарушение закона. Вот. И об этом тоже должно быть заведено уголовное дело. Вот. И исправлена ситуация в целях защиты прав детей. Eli että ei ole videovalvontaa, niin se on lainvastaista, se on rikos ja se täytyy korjata, koska lastensuojelu tai siis lasten oikeudet niitä ei noudateta, kun näitä asioita ei videoida. Но, к сожалению, нету... Вот, опять не дают сказать. Kunnianloukkauksesta vielä asiaa eteenpäin, jos sinä niin koet, mutta se ei poista meidän viranomaisten velvollisuutta toimia tässä asiassa. Kuten sanoin, niin meidän pitää varmistua siitä, että lasten hampaat on tarkastettu ja hoidettu. Asiaa ei voi jättää sikseen, koska silloin me ollaan siitä asiasta oltaisiin syytettynä, jos ei me toimittaisi. Meillä on virkavelvollisuus toimia näin ja varmistaa lasten hyvinvointi ja terveysasiat. Ja siksi sanoin sinulle, että ehdotan sitä, että sinä toimisit itse tässä asiassa, varaisit ajan hammaslääkäriin ja saisit sieltä todistuksen, että lasten hampaat on kunnossa. Koska se toinen tie on sitten paljon haasteellisempi, että väkisin pitää lapsia viedä hammashoitoon, niin se ei ole minustakaan lapsille hyvä asia, vaan ensisijaisesti sinä vanhempana ja huoltajana hoitaisit sen asian nyt kuntoon.
Вы, конечно, можете сделать жалобу, открыть дело по преступлению, что вас оскорбили, но во всяком случае вот это дело о защите детей мы не отменим. Потому что если бы мы не заботились о здоровье ребенка, тогда бы нас стали судить. Потому что по нашим законам мы обязаны смотреть, заботиться о здоровье ребенка. И вы могли бы просто самостоятельно отвести детей к зубному и получить, например, такую бумагу от зубного врача, что не надо лечить, там все в порядке. Если бы это сделали бы самостоятельно, это не так, чтобы мы насильно детей туда как бы вели к зубному, это было бы приятнее даже детям, если свой родитель бы их отвел, а не кто-то там, какой-то работник. Mutta olisiko tässä То есть, kohtaa, то есть Aija sanoneet sitä я asiaa. уточню. То есть вы меня принуждаете сейчас к чему? К тому, чтобы я водил детей. Как часто вы хотите, чтобы я водил детей к вашим врачам, которые портят зубы? Я уже заявил о том, что здоровый зуб был испорчен вот, в стоматологии Иматры, и по этому заявлению не было никакой работы проведено. Ja sanon vielä tähän väliin oman asian, että koska tämä asia ei täällä niin keskustelu etene, niin olisiko tässä kohtaa viisasta, että otetaan uusi aika vaikka tammikuun puoleen väliin mennessä tarkastellaan ja katsotaan, onko tämä hammashoitoasia edennyt johonkin suuntaan ja sitten sen jälkeen lähdetään miettimään, että miten toimitaan. Mietin lähinnä sitä, että kuinka akuutti se tilanne siellä on, että mitä tämä aika kun kuluu, niin vaikuttaa sitten lapsiin. Se on se yksi huolenaihe. Sitä ajattelin sillä tavalla, että tuo vastaava sosiaalityöntekijä voisi tulla kyllä siinä mukaan siihen neuvotteluun tammikuulle sitten. Mutta mahdollisimman ei niin voi venyttää tällaista asiaa niin hirveän pitkään, että jos siellä on oikeasti niin paha tilanne siellä suussa, niin ihan siitä se huoli minulla on. Että... Ja ihan lyhyesti käännän se, mitä aikaisemmin asiakas sanoi, että, että kuinka usein häntä sitten velvoitetaan raahaamaan niin lapsia sinne hammaslääkäriin. И работники сказали, что сейчас мы видим, что это дело особенно не продвигается, наш разговор не продвигается, то поэтому нам надо будет еще встретиться по-новому в январе, чтобы был социальный работник тоже на этой встрече. Но имейте в виду, что со временем, если зубы не лечить, то со временем будет ситуация там в зубах все хуже и хуже, и вашим детям будет все тоже хуже и хуже. Ну, смотрите, давайте вы не будете фантазировать насчет того, чего вы вот не видите своими глазами и не знаете. Ja se hammashoidon vaati, kun sen verran, mitä niitä käyntejä nyt sitten tulee saada asia kuntoon. Just olisi ihan paras ratkaisu, että sinä isänä ja perheen päänä veisit lapset hammaslääkäriin, asia hoidettaisiin kuntoon, eikä meidän tarvitsisi tästä vääntää. Ei välttämättä lastensuojelun asiakkuudelle ole tarvetta, kun nämä asiat on kunnossa, että me tiedetään, että hampaat ei koske mihinkään ja suu on kunnossa, niin ihan ehdottomasti on sitä mieltä, että sinä olisit se paras ihminen hoitamaan sitä lasten kanssa. Просто мы хотим, чтобы, и знаем, что вы самый лучший человек, который мог бы своих детей отнести к зубному. Если там не надо ничего делать, если по мнению зубного врача все там в порядке, тогда не надо делать, тогда мы успокаиваемся. Это тогда хорошо. Мы просто хотим, чтобы наверняка все были бы рады, если бы и ваши дети были здоровы, и не надо было бы делать такого как бы заявления, то есть над этим заявлением работать о защите детей и на таких собраниях сидеть. Koska lapset on käynyt viimeksi hammashoidossa hänen mielestään? Можете сказать, что примерно дату или, может быть, даже точную, когда в прошлый раз ваши дети были у зубного? Ну, смотрите, что вы делаете. Вот зубные врачи, они нас не приглашали, то есть они моих детей, если речь идет о каком-то профилактическом осмотре, вот, то врачи нас не приглашали на профилактический осмотр. Вместо этого они написали какие-то огромные сочинения, которых я даже не читал,
вот, на меня и на моих детей. Siis minä vaan kummastelen sitä asiaa, että miksi meidän lapsia sitten ei kutsuttu esimerkiksi niin kuin hammaslääkärin tarkastukseen, vaan suoraan kirjoitettiin jotkut ihmeelliset esteet tai aineet ja tehtiin tämmöinen lastensuojeluilmoitus. То есть какое основание у врачей, они нас даже не пригласили, вот, и они там еще что-то пишут. Eli meitä ei edes, eli millä oikeudella meitä ei edes kutsuttu tarkastukseen, mutta sitten jotakin siellä runoillaan. Minä ymmärsin, että И еще раз я хочу спросить, кто эти врачи, кто написал это, почему вы мне это не говорите? Ja kuka on tehnyt sen lastensuojeluilmoituksen, miksi ette vastaa tähän kysymykseen? No, minä olen sanonut, että minä en muista sitä nimeä, mutta voin sen teille selvittää. Mutta minä ymmärrän, että ongelman on se, että teidän lapsenne vaatii nukutusta vaativaa hammashoitoa. Ja te olette halunneet, että teidän täytyy saada olla paikalla. Ja se ei taas sitten niin kuin terveydenhuollon käytänteisiin sovi, että vanhempi on siinä nukutustilanteessa läsnä. Я вам уточню, я обещаю вам уточнить и узнать имя вот этого человека, который сделал, если вы так хотите, тогда я это уточню, узнаю. И дело еще в том, что довольно-таки такие массивные там работы нужны во рту ребенка или ребят, и это надо будет делать под наркозом. И как мы поняли, что вы хотели бы присутствовать, но по нашим законам там нельзя присутствовать, это не положено. Все, что вы сказали, это вранье. Вы даже не подготовились на встречу. Вот. Вы теперь требуете даже не лечения зубов, вы требуете уже лечения zubов под наркозом, вот. Хотя у вас нету никакой информации на этот счет. No, te ette suorastaan ole valmistelleet ollenkaan tätä tapaamista, eli nyt te haluatte, että tämä hoito tehdäänkin nukutuksessa, eli tämä on ihan pöyristyttävää. Вы требуете проведения операции в том месте, где не соблюдаются права детей, где нету ведения видеозаписи операции. Вот. Я на это, конечно, не могу согласиться, потому что я ответственный родитель, защищаю права своих детей. Tulkaatko siihen väliin myös sen, että minä olen itse ollut läsnä ja paikalla tavannut alkukesästä herra Daniukia ja hän on itse kertonut minulle, että hän ei halua antaa lapsia nukutettavan tähän toimenpiteeseen ilman, että hän saa olla läsnä ja olemme keskustelleet nimenomaan hammashoidosta. Женщина, которая сейчас говорила, она говорит, что вы уже раньше с ней говорили по этому поводу, и вы уже раньше сказали ей, что вы не хотите присутствовать, то есть вы хотели бы присутствовать, если будут делать под наркозом, то есть это для вас не новое известие. Вы нарушаете права человека. О чем вы говорите? Вот вам говоришь в лицо, вы нарушаете права человека, а вы все равно их нарушаете. Вот как можно об этом разговаривать? Пора заводить уголовное дело на то, что у вас в операционных нету видеозаписи. Joo, eli nyt siis vaikka te jo sanoo päin naamaa asioita, niin te ette kuuntele, vaan niin te rikotte ihmisoikeuksia, kun te ette kuuntele, että pitääkö nyt sitten nostaa rikosasia siitä, kun ei ole videointia siellä operoivissa huoneissa, niin kuin kirurgisissa huoneissa. Поскольку нету видеозаписи, невозможно доказать, что ребенку нанесен какой-то вред. Вот. Хотя вред может быть нанесен. Hei, tämä varmasti koskee ihan meitä kaikkia, että jos mä ajattelen, että minun lapsi yhtä lailla tarvii nukutuksessa hammashoitoa tai muuta, niin ihan yhtä lailla niin ei meilläkään ole oikeus niin saada sitä videoitua. Tämä lienee ihan kaikkia koskeva asia Suomessa. У нас в Финляндии такая система, то есть у нас нет такого разрешения, нет такого закона, что нужно, чтобы там была видеозапись. Например, если мой ребенок вдруг заболел бы, ему нужно было бы оперировать весь рот, зубы, тогда я бы тоже не могла препятствовать тому, что ему положено сделать, что ребенку положено сделать, как его положено лечить. Речь идет не о вас, а речь идет обо мне, и речь идет о моих детях, и речь идет о нарушении законов. Если вы готовы терпеть нарушение законов, это ваше право. Вот. А я не готов терпеть нарушение Конституции Финляндии, нарушение международного права.
во всех операционных Финляндской Республики я требую немедленно установить видеозапись. Это заявление также для начальника полиции Финляндской Республики. Вот. Я дополнительно постараюсь побыстрее написать и начальнику полиции об этом, вот, и президенту Финляндской Республики, потому что это грубейшее narушение прав детей и прав людей. Nyt ei ole puhe suunnauksesta ollenkaan ja rikoksia ei tule sallia. Eli se, että ei videoida, niin se on rikos. Ja mä ilmoitan siitä juhlallisesti poliisin johdolle, että tällainen videointi on tarpeen ja se täytyy niin kuin järjestää ja kirjoitan siitä myös presidentille. За профилактический осмотр зубов я благодарю, что вы мне напомнили. Я приду с моими детьми на профилактический осмотр зубов в город Иматра. Вот. И если там какой-то зуб надо будет удалить или вылечить, то мы будем только рады это сделать. Tämmöinen niin kuin, ihan hammaslääkärin tarkastus, niin kaunis kiitos siitä muistutuksesta. Mä voin kyllä viedä lapsen hammaslääkärin tarkastukseen Imatralle. Jos siellä joku hammas pitää poistaa, niin eiköhän se onnistu. Loistavaa. Но опять же, эта информация вас... Я говорю сейчас все. Алло, я разговариваю. Алло, я говорю сейчас. Говорили, что вы все-таки сделали хорошее решение. Нет, это вас не касается, эта информация. Это информация, внутренняя информация в моей семье. Она вас совершенно не касается. Вот, я случайно проговорился. Вот. Дело в том, что нас не приглашали на профилактический осмотр, поэтому вот эти все фантазии, которые написали, вот, неизвестно кто, вы даже не хотите говорить это, вот, они совершенно беспочвенные и безосновательные. Joo, se ei sulle kuulu, että mitään päätöksiä mä teen. Mä vahingossa nyt lipsautin, että sinne hammastarkastukseen voitaisiin mennä, eli se ei kuulu sulle. Ja pöyristyttävää myöskin se, että siihen tarkastukseen ei edes kutsuttu. Вот, и если... Ну вот мне не dают говорить, зачем вы меня тогда пригласили? Milloin tavataan seuraavan kerran ja sitten voidaan hammashoidosta varmaan tarkistaa, että oletteko sen ajan saaneet sinne. Eli sillä tavalla. Tuossa kun se puhuu tuossa, että ei ole kutsuttu sinne, niin voisiko sinne terveyden hammashoitoa laittaa, että sieltä tulisi selkeä kutsuneelle nyt aika. Silloin te saisitte siihen jonkunnäköisen deadline, milloin pitää asia olla hoidettuna ja sitten siitä lähtee eteenpäin. Sitten se saisi sen kutsunkin, mitä se nyt pyytää. Давайте делаем таким образом, что мы просто тут немножко спешим, чтобы успеть забронировать новое время. Вам пришлют тогда, если вам не прислали никогда приглашение на осмотр зубов, тогда давайте делаем, пусть вам пришлют приглашение, мы попросим, чтобы вам прислали письменное приглашение, где будут даты, где будет какой-то задний срок, до какого числа вам надо сходить туда на осмотр, тогда это будет все официально и как положено. Дело в том, что у вас нет полномочий этим заниматься. Я вам еще раз говорю, у вас нет полномочий не помогать нам, не защищать нас, не заниматься этими делами. Я вам не давал таких поручений. Вот. Вы сейчас меня спрашиваете о каких-то вещах, которые имеют явный характер и признак преступления, совершенного с вашей стороны. Вот. Со стороны врачей, которые на меня пожаловались, со стороны полиции, которая бездействует. Вот. И со стороны вот этой частной фирмы, которая называет себя Служба защиты детей, вот, тоже сейчас совершаются преступления. Вот. И на свои-то преступления вы глаза закрываете почему-то, вот, и лезете в частную жизнь. Как я могу иметь с вами дело с такими вот? Elikkä siis te ette voi velvoittaa mua mihinkään, elikkä te tässä haluatte kovasti auttaa ja suojella, mutta laitatte silmät kiinni niiden rikosten kohdalla, mitä teidän lääkärit tekee ja lastensuojeluorganisaatio tekee. Eli mä en teidän kanssa tee mitään yhteistyötä, koska mun oikeuksia ei kunnioiteta.
Если я не обращаюсь к врачам за помощью, значит помощь не требуется. Jos en ota yhteyttä lääkäriin, niin se tarkoittaa, että apua ei tarvita. Mutta jos lääkäriltä tulee kutsu teille lapsen hammashoitoon, niin viettekö siinä tapauksessa lapsen hammashoitoon? Но если от зубного врача придет вам письменное приглашение, то тогда вы отведете ваших детей к зубному? А на каком основании оно придет от врача, это приглашение? На каком основании? Eli millä oikeudella tämmöinen paperi tai kutsu tulee hammaslääkärille? Hammastarkastus on iän mukaiset hammastarkastuskutsut tulevat kaikille Suomessa asuville lapsille. То есть тут принятие такая система, что в зависимости от возраста ребенка, в некоторые возраста всегда приходит такое приглашение на контроль зубов, то есть просто на проверку, на контроль. Это так заведено. Ну вот нам не приходило, так это что? Это ваша недоработка или это вот вы сейчас специально не прислали это приглашение, чтобы теперь меня ложно обвинять в чем-то? Eli pitääkö minun ymmärtää se, että me ei ole vielä saatu kutsua tähän hammaslääkärin tarkastukseen, eli että se on ollut joku virhe vai tarkoituksella oli kiusaatte nyt meitä? Eli minä ymmärsin, että te olette käyneet hammashoidossa, siellä on todettu hoidon tarve ja sitten siitä on tehty ilmoitus meille. Ja te ihmettelitte, että miksi teille ei ole tullut kutsua siihen hoitoon, jos sitä hoidon tarvetta on. Jos tähän hoitoon nyt tulisi kutsu teille, missä ne hampaat laittaa kuntoon, niin viettekö te lapset hammaslääkäriin? То есть этот процесс пошел таким образом, что вы сами были у зубного врача, там зубной врач увидел, что надо проделать еще побольше работы во рту вашего ребенка, и поэтому вы должны еще идти к врачу. И если сейчас вам придет приглашение, то вы пойдете на осмотр, чтобы вас осмотрели, там вам сказали точно, что именно надо лечить. Вы, наверное, не поняли ни мой вопрос, и вы, наверное, не слушаете то, что я говорю. Вы сейчас опять что-то такое говорите, у меня впечатление, что вы меня не слышите. No, ettekö te kuuntele ollenkaan, mitä mä puhun? Mulla on sellainen käsitys, että te ette kuuntele tai ette kuule, mitä mä vastailen. Jos tuntuu, että me ehkä puhutaan pikkasen eri asioista, että me ei nyt ehkä ihan ymmärretä toisiamme. Да, нам тоже кажется, что мы как-то разговариваем прямо о разных вопросах. Мы немножко недопонимаем друг друга. Ну, то, что вы недопонимаете, это уже понятно. И мне также понятно, что у вас какие-то недоработки в работе. То есть не было никаких оснований вообще обсуждать, вот еще и в таком оскорбительном тоне вот это все. No te ette ainakaan ymmärrä mun näkemyksiä ja teillä on ollut tosi paljon laiminlyöntejä. Teillä ei ole ollut oikeutta käsitellä näitä asioita ilman lupaa, varsinkaan tämmöisessä loukkaavassa sävyssä. Я хочу, чтобы вы исправили ошибки в вашей работе и чтобы были заведены соответствующие уголовные дела, поскольку здесь находится сотрудник полиции. Он, значит, я заявил уже как минимум о 3 преступлениях, вот, и с моих слов должны быть заведены уголовные дела, минимум 3 уголовных дела. Korjatkaa teidän virheet ja mä nostan 3 rikossyytettä. Mainitsin 3 asiaa, mistä mun mielestä on rikoksia, niin korjatkaa nämä asiat, niin sitten voidaan keskustella. Вот. Процесс разговора, поскольку он вами все равно записывается, несмотря на мой запрет, вот вы его прослушаете потом и еще раз поймете, о каких 3 уголовных делах идет речь. Вот. То есть речь идет о том, что не ведется видеозапись в операционных, то есть какие-то протоколы там себе врачи придумали, вот, что якобы нельзя вести видеозапись, они специально это придумали, чтобы совершать преступление. На самом деле видеозапись должна быть круглосуточная в операционных, вот, чтобы было понятно, что там происходит. Там оказываются услуги,
Вот. И оказание услуг должно быть подконтрольным. Eli voitte sitten vaikka teidän näistä nauhoitteista katsoa, että mitä ne kolme rikosilmoitusta oli. Ensimmäinen on ainakin se, että ei ole videointia leikkaussalleista ja sen takia lääkärit voivat tehdä rikoksia. Videointi pitää olla 24/7. Врачебный протокол, который запрещает вести видеозапись в операционной, он нарушает Конституцию Финляндской Республики и нарушает международное право, нарушает права человека. Eli se, että tätä videointia ei ole, niin siinä ei toteudu ihmisoikeus. Siinä niin kuin rikotaan Suomen lakia. Siinä nyt voidaan sanoa, että kun poliisi ei Suomessa tee lakeja, vaan se eduskunta tekee ne lait. Ja tämmöistä lakia meillä nyt ei ole, niin siinä nyt ei kukaan riko tällä hetkellä yhtään mitään. Että tällaisesta täytyy sekä tehdä jonkunnäköinen laki, että se pitää videoida nämä, mutta tällä hetkellä sitä ei ole. Poliisi ei voi sillä asialle mitään. У нас как бы такое дело, что правительство у нас создает законы, то есть не полиция, а правительство. В правительстве у нас нет такого закона, поэтому полиция, она работает по закону, когда закона нет, полиция ничего не может поделать. Поэтому это не считается нарушением у нас. Нет, вы неправильно поняли. Я заявляю о том, что совершено нарушение, и вы должны завести уголовное дело и рассмотреть мое заявление. Я сейчас сделал устное заявление, и вы его должны принять. Мое заявление, также рассмотреть те заявления, которые я раньше подавал на противоправное действие врачей. Вот эти врачи, которые вот сейчас написали вам лаперанты жалобы, я определенно точно знаю, что это те врачи, которые в лаперанте, хотя я не читал документы. Вот эти врачи, они должны ответить за свою ложь, за оскорбление чести и достоинства, которое они там написали. И за то, что они не имеют права обрабатывать данные, но все равно это делают. Это narушение закона. Joo, te ette ymmärrä mua, koska minä olen äsken tehnyt suullisen rikosilmoituksen tästä, että ei videoida, ja myöskin toinen rikosilmoitus niistä kaikista aiemmista laiminlyönneistä, mitä Lappeenrannan lääkärit ovat tehneet. Если вот работник полиции отказывается принять мое устное заявление, вот, значит, ну, тогда поступит на него жалоба в таком случае, на его бездействие. Jos poliisi tällä hetkellä kieltäytyy ottamasta tämmöistä suullista rikosilmoitusta vastaan, siinä tapauksessa teen valituksen poliisin toimeenpanuudesta. Joo, se voi tehdä semmoisen, eikä myös sanoa, että rikosilmoituksia ei oteta vastaan, mutta meidän pitää sekä miettiä, että mikä on tällainen rikos, että siellä ei kuvata sitä. Ja toinen, että jos hän on lääkäreiden toimintaan pettynyt, niin hän voi valittaa lääkäreiden toiminnasta valvovalle viranomaiselle, ja sieltä asiasta tehdään sen jälkeen poliisille rikosilmoitus, jos näin on todettu, että siellä on toimittu väärin jossakin. У нас как бы делается в таком порядке. Мы не сказали, что мы не берем во внимание вашу как бы устную жалобу. То есть у нас таким образом, если вы недовольны работой врача, например, зубного врача, клиент делает жалобу в такую организацию, которая называется Valvira, а потом вот эта Valvira обязана сообщить полиции, и полиция тогда разбирается, почему там вот этот работник, этот врач сделал какую-то ошибку. То есть открывается дело, они разбираются по сути этого дела. То есть у нас вот в таком порядке делаются эти вещи. Ну, если человек напрямую завел в полицию, то полиция, наверное, через эту же организацию и проводит свое расследование. Но суть от этого не меняется. No jos tässä niin kuin minä suoraan nyt poliisille ilmoitan, niin eihän se asia muutu. Että jos minä nyt suoraan tätä kautta ilmoitan, että on tapahtunut laiminlyöntejä. No se niin, jos hän vie lapset tuonne hammastarkastukseen, niin minä voin kirjoittaa semmoisen sekalaisilmoituksen asiasta, että
Kaakkois-Suomen poliisi tutkii, että onko tällaisessa tapahtunut rikosta. То есть, если вы сейчас отводите детей на зубной осмотр, я могу написать, так как вы устно мне заявили, я могу написать как полицейский, что в округе Kaakkois-Suomi надо разобраться, сделана ли там какая-то ошибка или какое-то преступление, сделали ли какую-то ошибку или преступление зубной врач. Ну, я сейчас не только о зубном враче говорю, я говорю о том, что в операционных должно быть видеонаблюдение. В данном случае медицинские протоколы нарушают права человека, международное право нарушают и нарушают Конституцию Финляндской Республики. Но поскольку Конституция Финляндской Республики выше по своему статусу, то в данном случае протокол медицинский, который запрещает видеонаблюдение в операционной, этот протокол противоречит Конституции, поэтому он не может применяться вообще. Eli jos tätä videovalvontaa kielletään, niin tämä niin protokolla ei ole lainmukainen. Eli tämä protokolla niin täytyy kieltää. Eli tämä sääntö, että siellä ei saa kuvata, niin se täytyy kieltää. No poliisi ei voi siihen nyt puuttua millään tavalla, että saako siellä terveydenhoidon toiminnoissa kuvata vai ei. Poliisi ei pysty mennä sinne sanomaan, että täällä saa kuvata. Se ei tällä hetkellä vaan onnistu. Но, к сожалению, сейчас это просто невозможно. Например, полицейский не может идти в хирургический кабинет какой-то или отделение и сказать, что здесь, например, нельзя или можно записывать на видеозапись. То есть там делается так, как у них положено. Дело в том, что полиция обязана уважать и защищать права человека. В данном случае нарушены права человека. Значит, по этому вопросу должно быть сделано донесение начальнику полиции Финляндской Республики, что отсутствие видеонаблюдения во всех операционных – это нарушение прав человека. И данная ситуация должна быть исправлена, то есть видеонаблюдение должно быть установлено в связи с тем, чтобы никаких нарушений прав детей и прав людей, человека не было в операционных. И все. Это все очень просто делается, это делается во многих странах. Благодаря этому выявлено огромное количество преступлений, которое совершалось медицинским персоналом, не обязательно врачами, это могут быть медсестры, уборщики. Вот. Но это мера контроля, которая помогает бороться с преступностью и улучшать медицину Финляндской Республики. Я очень уважаю финских врачей. Я здесь встретил очень хороших, замечательных людей. Вот, мне они очень понравились. Вот. Замечательное обслуживание, прекрасные люди. Мне очень нравится и их менталитет, и как они общаются. Вот. Ну, можно сказать даже, что это лучшие врачи в мире. Почему нет? Дело в том, что само обслуживание хорошее, вот. Но недостаточные меры контроля, вот, они позволяют преступности просочиться, вот, даже в это прекрасное место. Вот. А я хочу все-таки, чтобы был закон и порядок. Joo, eli monissa maissa on nimenomaan tämmöinen videokuvauskäytäntö, ja sillä kontrolloidaan, että ei lääkärit tai sairaanhoitajat tai muu henkilökunta tee näitä tämmöisiä virheitä tai rikoksia. Ja teillähän paranisi myös niin kuin teidän suomalainen terveydenhuolto, jos tämmöinen helppo, tosi yksinkertainen käytäntö otettaisiin vaan käyttöön. Ja täällä Suomessa on upeita ihmisiä, hyvää mentaliteettia. Voi sanoa, että jopa maailman parhaat lääkärit, mutta kontrolli puuttuu ja sen takia teidän rikollisuus poistaa. No siinä on varmasti järkeä, että ne tulisi kuvata, mutta siinäkin kohtaa se kuvaaminen tulisi jotain sieltä
hoitavalta taholta tai sieltä, ettei sinne silti yksityistä henkilöä päästetä kuvaamaan. Varmasti on järkeä, sitä täytyy aina ehdottaa ja miettiä. Возможно, что ваше предложение может быть даже очень умное, потому что, возможно, это действительно был бы хороший шаг как бы в хорошую сторону. Но как бы сейчас мы вот этого простые люди не можем решить, это надо прийти сверху. Законодательство. Хорошо, давайте сделаем законодательную инициативу. Вот. Кто хозяин Финляндской республики? Это граждане Финляндской республики. Вот я сейчас с вами разговариваю, вы граждане Финляндской республики. Давайте напишем, давайте, если вы вот хотите сотрудничать, давайте вместе сотрудничать вот в такой сфере. Напишем президенту Финляндии, а также тем людям, которые ответственны за новые законы. Давайте обратимся туда с обращением, что вот нарушаются права детей, они нарушаются. Отсутствием видеозаписи в операционной нарушаются права детей. Но вы же организация, которая заявляет о том, что вы защищаете права детей. Так защитите, напишите. Вы лучше знаете, куда написать, кому обратиться, чтобы это недостаток, чтобы эта ошибка была исправлена. И все. Что, видеокамер нету? Или денег нету купить видеокамеру? Я могу сделать обращение к народу Финляндской республики. Мы сделаем сбор, соберем деньги. Вот. Eli silloinhan tämä on helppo tehdä vaan yhteistyötä ja tehän voitte Suomen kansalaisena tehdä tämmöisen lakialoitteen. Eli tavallaan kirjoitatte sinne, että lasten oikeudet ei toteudu, kun asioita ei kuvata. Ja toimikaa konkreettisesti, korjatkaa virheet. Eikö ole teillä kameroita vai eikö ole rahaa? Minä voin agitoida ja pyytää kansaa niin tekemään tämmöisen rahakeräyksen, että saataisiin tänne niitä kameroita ostettua. Meillä on 5 minuuttia tulkkausaikaa jäljellä, eli meidän pitäisi Käykö hänelle nyt, että jos nämä saisi täältä päästä, niin varattua hänen lapsilleen ne hammaslääkäriajat sinne, niin meneeköhän sinne, jos ne saisi mahdollisimman nopeasti lapsille ajat sinne, niin meneeköhän sinne? У нас время немножко уже поджимает, начинает заканчиваться, то простой вопрос. Если вам придет приглашение на осмотр зубов к вашим детям, то можете ли вы сами их отвезти на этот осмотр? Да или нет? Дело в том, что у вас нету полномочий на данное действие. Я не буду отвечать на этот вопрос. Зачем? Вы не имеете права мне даже спрашивать об этом. Я уже только что вам объяснил, что у вас нет полномочий. Я вам объясняю, что у вас недостатки в работе, что вы сюда меня впустую пригласили, потому что вы мне даже не приходили никакие приглашения. Вот. И вы меня сейчас ложно обвиняете, и при этом делаете честное лицо, вот, что как будто все нормально, как будто я тут виновата и в том, что вы тут наделали. Mä en vastaa teille tähän kysymykseen. Te tässä yritätte tehdä tämmöisiä rehellisiä naamoja, vaikka teillä ei ole oikeuksia mulle kysellä edes tätä päivältä. Eli en vastaa kysymykseen. Siinä tapauksessa palaamme asiaan uudelleen tammikuussa. В том случае мы тогда с вами встретимся по-новому в январе. Ну, зачем, для чего? Я вам не даю никаких полномочий и никогда не давал. Вот. Я вам не даю такого поручения и никогда не давал. У вас нету полномочий вообще ко мне с такими заявлениями обращаться. Я пришел сюда, конечно, потому что появилась угроза безопасности моим детям. Вот, со стороны вашей коммерческой организации и со стороны организации, называющей себя полицией. Вот. Я пришел в целях того, чтобы защитить права моих детей. Вот. Но вообще, то, что вы мне тут рассказываете, вы уже достаточно много наговорили о том, что проявились большие нарушения в вашей работе, которые ко мне не имеют отношения к моим детям.
Joo, minä tietenkin tulin tänne, siis en tiedä onko järkeä tavata uudestaan. Minä tietenkin tulin, koska te kutsuitte tänne ja mä tajusin, että mun lasten turvallisuus on vaarassa. Ja te toivotte tämmöistä, että vaan tämmöinen kaupallinen toiminta toteutuisi. Joten en tiedä mitä järkeä siinä on uudessa tapaamisessa. То есть, когда вы исполняете закон, какой-либо закон, вы должны помнить о том, что главный закон Финляндской Республики – это Конституция. И дело в том, что и права человека. Вот этот главный закон у нас. И я требую именно соблюдать прежде всего, Конституцию и права человека. Вот. И тогда вы будете знать, применять ли какие-то инструкции или протоколы, или какие-то другие законы, или они не могут быть применены, если они противоречат Конституции. Joo, eli ihmisoikeudet on kaiken yläpuolella ja noudattakaa lakeja ja tämä oli tiivistettynä tämä sama. Hyvä. Kiitos, että pääsitte tulemaan paikalle. Olisiko Mirella halunnut sanoa vielä jotain? Ei oikeastaan. Jatketaan silloin ja totta kai tammikuun puolella. Ja totta kai niin kuin sanoin tässä, niin isällä on mahdollisuus hoitaa tämä hammashoitoasia jo ennen sitä muuttoa. Sehän olisi tosi positiivinen yllätys, että kun tammikuussa palataan asiaan, niin ei olisi näitä puolenvälineitä enää ollenkaan. Мы встретимся в январе. Конечно, это было бы хорошим сюрпризом, если до новой встречи это дело мы могли бы, то есть сводить своих детей, когда не надо было, может быть, даже встречаться. То есть, но будем ждать, будет ли такой сюрприз или нет. Noin. Ja nyt kiitämme tulkkia tulkkauksesta, päätämme tapaamisen tähän. Selvä, kiitos. No niin, kiitos. До свидания. Ja moi moi, palataan Mirella asiaan hiukan. Как обычно, мне не дали сказать в конце. Ну ладно. Как говорится, разговор не закончен. Ну все, спасибо за разговор. Как говорится, мой. Так, ну вот, закончили наконец-то, хотя не до конца. Предупреждал же людей, что будет долгий разговор. Ну вот защита прав и свобод — это такое непростое дело почему-то. Люди забывают о главных законах, забывают о настоящих правах людей. Ну, это коммерческая организация, они должны отчитываться о своей деятельности, то, что они пытаются меня принудить к тому, чтобы я принял их услуги. Вот. Но дело в том, что я вменяемый человек, я сам могу себя обслужить, и вот, все их обсуждения, вообще моих детей, это все, они не члены моей семьи, чтобы со мной обсуждать семейные дела. Кто они такие? Они никто. Вот это у нас. Вот оно, это интересное такое здание, да. Это так называемая служба защиты детей. Смотрите, какая огромная частная организация. Откуда такие деньги? Да. И вот они каким-то образом связаны. Это здание имеет одну... В общем, оно как общее, единое здание вместе с поликлиникой. Там вот зубная поликлиника, врачи. Это у нас уже вот клиника, да? И между этими двумя зданиями переход. Вот. С какими целями? Вот.
чем они тут занимаются. Да, вопросы есть. В общем, спасибо всем, кто это все дослушал, досмотрел, потому что вот, ну, люди, они привыкли, конечно, что они там надавливают на людей, люди там дрожат, плачут и соглашаются на все, но дело в том, что надо понимать, что это коммерческая организация, которая навязывает свои услуги против вашей воли, и ваша задача не соглашаться. Если вы хотите, соглашайтесь, конечно, это ваше дело. Если вам нравятся услуги этой фирмы, пожалуйста. Вот. Но дело в том, что вот они навязывают свои услуги коммерческие, под которые они получают деньги. Вот. Врачи города-лаперанта захотели денежку заработать. Вот мы, семья многодетная, да, и не приходим к врачам города-лаперанта. Как они, сколько денег потеряли на нас, а мы не приходим. Это вообще, вот и пишут такие талмуды там, то, что мне такую вот толстенькую пачку на каждого из нас там понаписывали. Вот. Но дело в том, что я даже не стал брать и читать. Там на финском я, во-первых, не понимаю. Вот. Там даже не предложили на русском языке, поэтому вот эта степень уважения к правам человека. Вот, все. Будьте здоровы все, защищайте свои права, защищайте ваших детей. Я за здоровые семьи. Вот. Я против преступности, против наркомании, против всяких извращений. Я Сергей Степанович Данюк, живой мужчина в статусе человек, международный статус человека. Будьте здоровы. Спасибо всем, кто смотрел.